Представьте, пожалуйста. Я Кепанжи Владимир Дмитриевич, тюрок, гагауз, депутат первого парламента Молдовы, провозгласившего независимость. Я один из организаторов Гагаузской республики. Мне довелось из кулацких сынов перейти в организаторы страны и в организаторы моей нации, гагаузской, тюркской нации. Отлично. Вот вы создатель государства, один из создателей государства. Не каждому такое счастье удается в своей жизни, не каждому. Вот как вы оцениваете современную политическую ситуацию в Молдове и, в частности, в Гагаузии в связи с выборами Башкана? Дело в том, что наши левые во главе с Ворониным, они настолько раздробились и настолько они халтурные левые. Вот в Европе есть настоящие левые, вот в России есть настоящие левые, Жугановы. Они нормальные левые. А это не левые, это люди, я бы сказал, политические шарлатаны. И они решили использовать карту России, козырь России для выигрыша выборов. Выбрали дамочку, которая все время улыбается, ничем не приметно, незаметно, 40 лет, ни двумя-тремя человеками не умела управлять. И что вы думаете? Внушили братьям русским, что она сумеет Гагаузии. Да и они не сумеют управлять. За спиной стоит Воронин. Воронин предал Россию не один раз. И эта мадам, не имея никаких навыков, кроме предательства, она не сможет. У нас есть настоящий коммунист Горизан. У нас есть настоящий человек, который работает в России по малому бизнесу, Кройтер, который был башканом. У нас есть серьезные люди, которые могут повести за собой, имея и экономический, и политический опыт. Тем более возле наших границ может полыхнуть война. Нам надо в этой войне как-то постараться не попасть в переплет, потому что у нас тоже горячие головы есть в Кишиневе, и нам бы не хотелось попасть в этот переплет. Тем более, что я был высланный, кулацкий сын, но я жил в России, как у себя дома. Вы понимаете, я люблю Россию и считаю, и у меня кличка, вот спросите этих людей, я сибиряк, меня так и называют. Я люблю Россию, это моя вторая родина. Я и не отрицаю это никогда и нигде. Понимаете? И в парламенте имел такую же кличку сибиряк. Да, и что? Имел уважение за это, потому что я остаюсь верным России, потому что мы православные. Большего оплота для нас, гагаузов, православных, чем Россия, нет. Мы больше ни на кого не надеемся. Ну, молдаване тоже православные? Они православные, но они романоязычные, романоязычные. Дело в том, что молдаване очень добрый народ, а румыны очень наглый народ. И они их могут и изнасиловать, и заставить, и так далее. Молдаване добрые, нам повезло. Мы живем с молдаванами, это наши братья. У нас даже были столкновения, спровоцированные Москвой, коммунистической Москвой, не Россией. Но не получилось войны. Не смогли столкнуть православных молдаван с православными гагаузами. И не получится. Вы понимаете? Да. Поэтому мы придерживаемся православия. Хорошо. Вот смотрите, гагаузский народ, он придерживается добрых старых народных традиций. Это семья, дети, православие, положено, домострой, работа, какой-то домострой. Тюркский домострой. Да, и в то же время, значит, вот среди 10 кандидатов в Башканы, значит, Женщина. Да, женщина, разведенная. Да, и вот Россия в той или иной степени как бы из всех 10 по каким-то критериям выбирает одну. Как вот это оценивается? Понимаете, расчет Воронина ведется на то, что в свое время, когда мы жили очень плохо в 90-е годы, наши женщины только из языкового барьера ринулись в Турцию зарабатывать. И вот эти женщины имеют огромное влияние.
женщины, работавшие в Турции, они свои семьи, к сожалению, потеряли. И вот они считают оскорблением для себя. Вот мы одни, дескать, мы не считаем, я как врач не считаю неполную семью счастьем. Женщина должна быть в семье с мужчиной, с детьми, со стариками. Так гласит наш гагаузский домострой. Это наше, так нас воспитали, мы такими были. Поэтому то, что вот лихие 90-е разбили наш домострой, и хитрован большой, якобы коммунист Воронин, попытается с помощью этих женщин, которые прошли школу Турции, доказать нам, что он очередной раз обманет Россию, не получится. К сожалению, Россия не разгадала в ней женщину турецкого, а не российского склада. Поэтому мне жаль, что господин глава братской страны, братской республики Татарстана, с ней она далеко не яркий представитель гагаузской нации. Вот смотрите, по законодательству гагаузской автономии и по законодательству Молдовы иностранные граждане не имеют права вмешиваться в предвыборную кампанию Башкана Гагаузии. Они не имеют права призывать в пользу той или иной кандидатуры. Но вчера в Камрате во время прямого эфира депутаты парламента Государственной Думы России напрямую призвали народ Гагаузии проголосовать за Ирину Влах. То есть тем самым они нарушили закон Молдовы и закон Гагаузии по выборам. Как вы это оцениваете? Не первый раз это делает господин Миронов, подстирая господину Путину. Не надо провоцировать. Россия наш брат, и мы никуда от этого не денемся. Но законы есть законы. И это может нашему законодательству не помешать снять ее с дистанции. Вы понимаете? Это может произойти. А потом будут говорить о нарушении демократии. Не нарушайте вы, не нарушим мы. Вы можете себе представить, что мы Немцова, покойного царства ему небесное, представим вам и будем за него из Гагаузии приедем и будем агитировать за Немцова в президенты России? Кем нас посчитают? Умалишенными. Ну вот тот факт, если бы, допустим, госпожа Влах не устраивала бы правительство Молдовы, скажем тогда, и в каком-то в таком вопросе о присоединении Молдовы, допустим, к Румынии, она бы не придерживалась промолдовских позиций, то Молдова бы его сняла. Сейчас, опираясь на закон, Молдова имеет право его снять с предвыборной кампании, но Молдова его не снимает. О чем это говорит? Объясняю вам. Вы меня поймите. Дело в том, что, как обычно, коммунисты проводят съезды, программы, команды, кандидаты, все они голосуют. Дело в том, что она является программой, разработкой договоренностей Воронина и Плохотнюка. Плохотнюк, кто это такой? Плохотнюк — это наш олигарх, который, в принципе, сегодня командует всем. Молдовой. В России командует Путин, но он, слава богу, не олигарх. Это человек-собиратель русских земель. Да. А наш Плохотнюк — это богатый человек, которому наплевать, гагаузцы или кто, были бы деньги. Это, то есть, капиталист без принципов. Поэтому они с Ворониным договорились и проголосовали правительство вместе. И они ее избрали в качестве модема для того, чтобы, вот, дескать, она такая миленькая, и она понравится. К сожалению, наши русские братья проглотили вот этот удар, а весь вопрос в Додоне. Додон — это предатель Воронина, он предаст Россию. Как Воронин предал Россию, так же и Додон предаст Россию. Он не имеет даже мозгов Воронина. И Россия, мне непонятно, почему Россия принимает предателей.
Вы понимаете? На высоком уровне и так далее. Вы нас спросите, простых гагаузов, мы здесь за кого считаем этого человека? Я врач, 43 года отслужил, уважаемый, имею все награды и так далее. Вы спросите нас, что вы ее девчонку, которую используют в своей игре два хитрована политика. Один так называемый коммунист, другой так называемый олигарх. Но получается, смотрите, Дадон кинул Россию, да, но Влах... В годы Да. он был категорически против Да. России, будучи министром экономики. Да, но Влах тоже, она прошла парламент по списку Она голосовала Компартии. за проевропейскую интеграцию. Влах, Влах голосовала, когда они принимали программу, так, как обычно коммунисты принимают программу кандидатов перед выборами. Она проголосовала за проевропейскую интеграцию. Вот мне обидно, я не дорвался до Жириновского, передайте ему привет, что русские напрасно на нее ставят. Владимир Вольфович, разберись. понятно. То есть, получается, Россия ставит на ту кандидатуру, которая за проевропейский путь развития Молдовы? Она просто игрушка. Игрушка. В чьих-то руках. Она игрушка. В руках Плохотнюка и Воронина. Она никто. Но- Не зовут ее никак. Ясно. Но она же вышла из Не вышла. Не вышла из... Нет подтверждения. А, нет подтверждения. У да? нас есть Горизан, коммунист. Его исключили. Но он не согласен. Мне не нравятся коммунистические взгляды, но мне нравится позиция человека. Он их отстаивает до конца. Они его исключили, потому что он не согласен с позицией Воронина, который нарушает коммунистические позиции. Ну что, есть в России Компартия. Знаете, мне нравятся коммунисты своей принципиальностью. Они за народ, и я за народ. Понятно. Спасибо. Спасибо.